Новый кодекс подразумевает, что все водные объекты в республике, как и земельные, являются государственной собственностью и предоставляются заинтересованным лицам только в пользование. Проект кодекса разработан аппаратом Кабинета министров. В прошлом году к нам в аппарат Кабинета министров обратились предприниматели, которые намеревались реализовать в Абхазии проект по осуществлению аквакультуры. И в этих целях мы начали изучать водное законодательство и выявили множество проблем, которые препятствовали осуществлению таких значительных проектов. В первую очередь хотелось бы отметить, что в Республике Абхазия в настоящее время действует советский законодательный акт, это Советский водный кодекс 1974 года. Но очевидно, что нормы советского законодательства, они не отражают требования текущих реалий, они не соответствуют многим положениям нашей Конституции. И тогда было проведено совещание в аппарате правительства, по результатам которого руководитель аппарата правительства его приказом была создана рабочая группа из числа работников аппарата правительства, и нам было поручено написать новый проект водного кодекса. За несколько недель была написана новая редакция кодекса и разработан отдельный закон о введении кодекса в действие. После согласования с компетентными органами и получения необходимых заключений премьер-министр Александр Анкваб представил проект президенту страны для дальнейшего внесения в парламент. Нормы этого проекта водного кодекса не подразумевают продажу водных объектов, то есть все водные объекты как и находятся, так и будут находиться в государственной собственности. Водные объекты в Республике Абхазия в случае принятия этого водного кодекса могут быть предоставлены заинтересованным лицам исключительно в пользование на основании договора водопользования, то есть это платная форма, или на основании разрешений пользования водными объектами. В проекте водного кодекса предусмотрено, в каких случаях это подлежит оплате, в каких случаях водопользование может быть бесплатным. Проект подразумевает создание государственного водного реестра, в котором будут регистрироваться все договоры. Кодекс предусматривает также введение специальных норм, направленных на охрану водных объектов в республике. К примеру, перечень работ, запрещенных на объектах, установка водоохранных зон и зон прибрежных защитных полос. Ознакомившись и изучив этот водный кодекс, мы дали положительное заключение относительно того, что он представляет собой документ, который, во всяком случае, в части, касающейся охраны водных ресурсов в Абхазии, вполне соответствует подобного рода нормативам. Следует также указать на то, что данный водный кодекс, проект водного кодекса, он достаточно сильно и настолько, насколько это позволяет наше законодательство, синхронизировано с водным кодексом Российской Федерации. Водные ресурсы – это моря, реки, озера, пруды, водохранилища, то есть вся земная поверхность, покрытая водой. В нашей стране гидрографическая сеть считается плотной. По последним исследованиям Института экологии, общее число водотоков в Абхазии превышает 4500. Жизнь идет вперед. И в первую очередь, например, сегодня развитие, такого направления, как аквакультура или морекультура, оно предполагает особые формы водопользования, когда возможно использование участков водных объектов под выращивание, скажем, к примеру, рыбы, или же это могут быть моллюски. То есть это совершенно частный вопрос, но он фактически тоже оказывается невозможен в силу того, что водное законодательство не позволяет развиваться даже в таком частном вопросе. Поэтому этот устаревший норматив, он, естественно, должен быть заменен на тот, который представляет собой сегодня и дает возможность развиваться экономике, развиваться хозяйству. В соответствии с проектом водного кодекса на все водные объекты, находящиеся на особо охраняемых территориях, таких как заповедники и национальные парки, распространяется исключительно заповедный режим. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.